Здравствуйте, выездная студия телеканала БСТ сегодня работает на 6-м форуме школьного образования «Взлетай». Как известно, многих педагогов сегодня волнует вопрос, как же сформировать личность ребенка. И в рамках этого форума они попытаются найти ответы. А кто этот ответ прежде всего даст, конечно, сами дети. Я вам представляю Алмаза Гильфанова, это ученик гимназии номер 3 города Октябрьский, двукратный победитель большой переменной, активист движения первых. Алмаз, здравствуй. Здравствуйте. Я думаю, что я не все регалии твои перечислила. Ты еще и волонтер, и активист своей школы, активист от города победитель Октябрьского. лидера 21 века и многие-многие другие, но это уже не так важно. Смотри, у педагогов сегодня очень такой насущный вопрос. Как же вас воспитывать? Ну да, вот я как выпускник 11 класса замечаю то, что как педагоги относятся уже к младшим классам, как они относятся к старшим классам. Я замечаю зачастую трепетное отношение к младшим классам, да, по сравнению особенно со старшими. Это очень заметно, как они хотят внедрить в них не только знания по профильному предмету, они хотят внедрить в них знания и по окружающей среде, свою любовь, доброту, и просто научить их, так сказать, мягким навыкам, которые пригодятся им в будущем. Поэтому я считаю, что это правильная методика, и то, что вместо того, чтобы чисто учить математику и биологию, на уроках надо как-никак заниматься непрофильной деятельностью. Это могут помогать педагоги по дополнительному образованию, различные конкурсы, участие даже в том же движении первых. Все это позволит детям не только знать профильные предметы, но и также развиваться в тех направлениях, которые обязательно пригодятся. Ты уже прям как профессиональный спикер работаешь конкретно на камеру. О твоих проектах, коротко, если можно, потому что я знаю, что у тебя их очень много. Ну вот о таком самом хорошем проекте я хотел бы сегодня рассказать как и на площадке, так и вам. Это «От первоклассника до волонтера. Один шаг». Проект стал победителем республиканского проекта по грантам, да, мы получили грантовскую поддержку. Также он стал победителем всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Это проект о том, как старшие волонтеры учат первоклассников, совсем малышей и их родителей волонтерству. Учат не только в теории, но и вместе проводят различные добрые акции по экологии, социальные акции и так далее. Этот проект успешно был реализован, и в будущем мы тоже будем его продолжать. Вот скажи, пожалуйста, откуда вот такое фантастическое увлечение благотворительностью, волонтерством? Кто способствовал тому, чтобы вот это в твоем сердце вдруг пробудило такой огонь, что ты становишься чемпионом просто с невыносимой скоростью? У нас в школе есть прекрасный человек, мой личный наставник, это Хуснярова Любовь Николаевна. Именно она еще с 4-го, даже с 3-го класса приучила меня к неурочной деятельности. У нас есть коммуна «Костер», да, коммунарское движение, и ходя туда, она привила мне эту методологию. Мы с ней вместе начали создавать в рамках 3D-волонтеры малых дел, был такой проект, начали создавать свой волонтерский отряд. И понемногу, помаленьку мы привлекали все больше и больше людей, и теперь в нашем волонтерском отряде более 300 человек. Это как и взрослые, так и выпускники, так и первоклассники. Твои одноклассники, они также активны? Да, в моем классе тоже есть активисты, как-никак мы учимся в одной школе, но из-за того, что они, к сожалению, мы уже выпускаемся, и очень мало времени у нас на есть неурочную деятельность, приходится, так сказать, сокращать и больше готовиться к экзаменам, но они тоже достаточно активны, мы вместе с ним выезжаем по различным мероприятиям, форумам, как республиканским, так и федеральным. Алмаз, ты общаешься с большим количеством школьников, это и лидеры, скорее всего, ты знаешь, наверное, и тех, кто действительно все время задается вопросом, а зачем мне это надо? Какой секрет ты бы открыл для педагогов, чтобы им было проще работать с современными детьми? Вот лично для меня, как для лидера, наверное, главная мотивация к своим действиям, поступкам – это вести людей за собой, помогать им, даровать им того, чего они не знали, и вместе совершать новое. Поэтому для педагогов я хочу посоветовать им быть не только учителем, но и наставником, в первую очередь, как наставнику по жизни, так и наставнику в определенном предмете. Ведь именно то, как они поведут ребенка за собой, и скажется на его жизненный путь. Скажи, пожалуйста, вот ты заканчиваешь школьную жизнь, ты выпускник 11 класса, продолжишь ли вот это волонтерское движение дальше? Обязательно. Я считаю, что если ты один раз стал волонтером, это навсегда. Если ты стал волонтером-активистом, ты навсегда останешься волонтером-активистом. И у движения первых, и у многих других проектов есть, так сказать, продолжение уже для взрослых, где я сам могу стать наставником и вести за собой детей. Спасибо огромное, Алмаз. Остается мне только пожелать тебе одно – взлетай и как можно выше.
Дорогие друзья, это Алмаз Гельфанов, ученик гимназии номер 3 города Октябрьский, двукратный победитель большой перемены, активист движения первых, волонтер, что самое главное. Ну а работа форума продолжается. Следите за нашими эфирами. Психологическая поддержка школьников – это один из основных вопросов, которые обсуждают участники форума «Взлетай». И рядом со мной Юлия Тукфеева, начальник отдела Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации. Юлия Владимировна, рада видеть вас в Уфе. Но давайте для начала коротко о работе вашей службы. Добрый день, уважаемые коллеги. Наш центр состоит из отделов. Первый отдел – это научно-методический отдел. Второй отдел – это отдел координации и мониторинга, отдел цифровой трансформации и отдел экстренной психологической службы, которые включают в себя сектор экстренного реагирования. У нас экстренные педагоги-психологи, которые выезжают на ЧС по всей территории России, и сектор детского телефонного доверия, который работает 7 раз в неделю. Он круглосуточный, он доступен для всех жителей Российской Федерации, также для родителей законных представителей. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые рады прийти на помощь, оказать поддержку нашим детям. Я так думаю, что штат у вас огромный, потому что тут в таких катастрофических ситуациях нужны специалисты разных сфер. И те, кто экстренно выезжает в регионы, те, кто работает на местах и кто работает на перспективу. К сожалению, не такой большой, как хотелось. В нашем штате около 60 человек. Из них 15 человек – это группа экстренных педагогов-психологов, и около 15 человек в детском телефоне доверия. То есть они работают посменно, и наши специалисты в случае ЧС, у них есть график работы постоянный. И если, не дай бог, случается какая-то экстренная ситуация, у нас всегда специалисты быстро, экстренно приезжают, прибывают на место одни из первых и оказывают помощь и поддержку всем участникам образовательных отношений, включая и педагогических работников. Мы знаем случаи скулшутинга в школах, также и родителям, законным представителям, и, конечно же, это нашим обучающимся. Юлия Владимировна, вот этот вот шаг, на который идут дети, из вашего опыта, как вы думаете, только ли травля в школе этому способствует? Или что? Вот на что сегодня прежде всего обращать внимание педагогам и родителям? Хотелось бы акцентировать внимание, что самый лучший момент – это ежедневный мониторинг социальных сетей в тот момент, в который дети общаются, с кем они общаются, в какие группы они включены, какую информацию они оттуда получают, что им интересно и актуально в наше настоящее время. Как вы думаете, как вот сегодня найти к ребенку подход, чтобы он действительно рассказал и показал: вот мои социальные сети, если что, добровольно вы можете, я добровольно даю вам возможность следить? Ежедневная коммуникация, ежедневное наблюдение, общение с детьми, потому что в век цифровых технологий не хватает открытого, искреннего общения. Вы, как специалисты, на что прежде всего сегодня обращаете внимание в своей работе? То есть вот на что нацелен основной взгляд? Основной взгляд – это на маркеры. Маркеры поведения. С каким ребенок пришел поведением, выспался он, не выспался, что у него с настроением, как он себя ведет, как он поздоровался. То есть начинается анализ с вхождения ребенка в школу, как он себя ведет, активен он, не активен, замкнут. То есть на все маркеры поведения мы обращаем внимание. В рамках форума вы выступаете с докладом. О чем сегодня говорили с педагогами? С педагогами говорилось о актуальных вопросах педагогов-психологов Российской Федерации. Конечно же, это повышение престижа профессии педагога-психолога. Конечно же, это увеличение штатных единиц, потому что нехватка педагогов-психологов в образовательных организациях и не только в образовательных организациях, а на сегодняшний момент психолого-педагогическая помощь очень актуальна. Вот как вы думаете, школа, где обучаются тысячи детей, сколько психологов нужно? Но на данный момент разрабатывается и актуализируется нагрузка на педагога-психолога. У нас есть только рекомендации. По рекомендациям педагог-психолог дошкольных образовательных организаций – это 200 детей, образовательных организаций – это 300 детей, СПО – это 500, и высших образовательных организаций – это около 1000.
Методика работы психолога, то есть у каждой школы она своя, и у каждого психолога, педагога она своя. Какие рекомендации даете вы? То есть еженедельно встречаться с классом, может быть, с педагогическим коллективом, какие-то встречи? Вот ваши личные рекомендации. На данный момент у нас есть концепция, где прописаны основные моменты. У нас есть профстандарт, в котором перечислены все основные деятельности педагога-психолога. Это входит и консультативное, и диагностическое, и просвещение, и профилактическое, и коррекционное. Соответственно, мы сделаем акцент это на профилактической и просветительской деятельности. Спасибо огромное, дорогие друзья. Юлия Тукфеева, начальник отдела Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Российской Федерации, была гостем форума школьного образования «Взлетай». Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваши советы. Ну а выездная студия телеканала БСТ продолжает свою работу. Следите за нашими эфирами.